Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Российские гандболисты победили итальянцев со счетом 30-23 в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы и досрочно вышли в финальную часть соревнований. Встреча прошла в Италии. Сборная России набрала в 5 встречах 7 очков и за один матч до конца отборочного раунда оторвалась от ближайшего преследователя в лице сборной Италии на 3 очка. Таким образом, российская команда не опустится ниже второго места, дающего право выступить на чемпионате Европы. Финальная часть турнира пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции с 9 по 26 января 2020 года. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Италии в 12-м матче предварительного этапа Лиги наций и потеряла шансы на выход в финальный раунд турнира. Игра прошла в Италии и завершилась со счетом 1-3 в пользу хозяек площадки. Сборная России проиграла 9-ю встречу на турнире при 3 победах. Российские волейболистки набрали 10 очков и занимают 14 место в турнирной таблице. В 13-м туре они сыграют против сборной Соединенных Штатов Америки. Встреча состоится 18 июня. А предварительный раунд Лиги наций завершится 20 числа. Нападающий сборной Франции по футболу и парижского Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе признан самым дорогим игроком в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного центра спортивных исследований. Стоимость 20-летнего футболиста была оценена организацией в 252 миллиона евро. Вторым в списке идет нападающий английского Ливерпуля Мохаммед Салах, которого оценили в 219 миллионов. Тройку самых дорогих футболистов замкнул нападающий английского Манчестер Сити Рахим Стерлинг, чей трансфер, по мнению исследователей, стоит 207 миллионов евро. Далее в списке идут аргентинец Лионель Месси, немец Джейдон Санчо, сенегалец Садио Мане, англичанин Гарри Кейн, бразилец Роберто Фермино, француз Антуан Гризман и немец Лерой Сане. Туринский Ювентус и лондонский Челси достигли договоренности по поводу перехода главного тренера английского клуба Маурицио Сарри на аналогичный пост в итальянской команде. Об этом сообщает сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Уточняется, что Ювентус заплатит минимальную компенсацию за переход Сарри, у которого действует контракт с Челси до 2021 года. Напомним, специалист возглавил лондонцев в июле 2018 года. По итогам прошедшего сезона Челси под его руководством занял 3-е место в английской премьер-лиги и стал победителем розыгрыша Лиги Европы. Сборная Бразилии со счетом 2-3 проиграла команде Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. За сборную Австралии отличились Кейтлин Фурт и Хлое Лагарца. В составе бразильянок голы забили Марта и Кристиане. Также свои ворота поразила Моника. Сборная Бразилии с 3 очками лидирует в группе С по лучшей разнице мячей. Далее идут команды Италии и Австралии, также имеющие 3 балла. Замыкает таблицу Ямайка. В следующем туре бразильянки сыграют с итальянками, австралийки встретятся с ямайскими футболистками. Оба матча пройдут 18 июня. Сент-Луис на выезде победил Бостон со счетом 4-1 в 7-м матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги и завоевал Кубок Стэнли. Блюз выиграл серию со счетом 4-3. У победителей шайбы забросили Райан О'Райли, Алекс Петер Анджело, Брейдон Шен и Закари Санфорд. В составе Бостона отличился Мэтт Гжельчик. Российский форвард Сент-Луиса Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, став 5-м российским хоккеистом, набравшим очки в 7-м матче финала Кубка Стэнли. Отметим, что для Сент-Луиса эта победа стала первой в истории финальных серий. Российская легкоатлетка Мария Лосицкене заняла 1-е место в прыжках в высоту на этапе бриллиантовой лиги, установив лучший результат сезона. Соревнования проходят в Осло. Спортсменка преодолела планку на высоте 2 метра и 1 сантиметр. 2-е место заняла шведка Эрика Кинси с результатом 1 метр 96 сантиметров. 3-й стала болгарка Мирела Демирева, прыгнувшая на 1 метр и 94 сантиметра. Лосицкене выиграла оба этапа бриллиантовой лиги этого сезона, в которых принимала участие. Она является двукратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы. Это были новости спорта. Всего доброго!